Ходит к нам Toyota Aquan на ремонт ВВБ. Будем контакты чистить, протягивать заново. Ну и будем чистить систему EGR. Нормально тебе, Макс? У меня тоже нормально. Хватит, ага. Хорошо. Сняли батарейку с аквы. Вот. Такая вот там грязь присутствует всегда в аквах. Вот. Всякая вот такая вот грязь. Ну, если сейчас включить вот получше. Ну, сейчас не включит. Батарейка подсажена. Короче, вон пыли много. Надо будет все пылесосить. Это все, по идее, заходит тут сюда в вентилятор. Вентилятор вот грязный. И все сосет туда в элементы между ними. Да, она не разбиралась ни разу. Вообще смотри, даже вот она целая эта штучка. Батарейка где? Батарейка хорошая. Батарейку трогать не будем. А смотри-ка. Вентилятор надо будет открутить. Че? Че такое? На акве-то по-другому стоят. Ну да. Ну да. Ну, аквы как-то оно немножко, да, есть разница. Ну видишь, тут сразу видно, куда ее ставить. Мы же там и ставили ее. Прошлые были, которые бархотки. Ну иди пока контакты вскрою. Потихо. Посмотрю, что там ради интереса. Ну, контакты, я бы сказал, что чистые, не грязные. Вот один контакт, есть грязь. Вот грязь есть. Вот. Ну вот она как раз таки показывала, что местами, видишь, вот тут грязный, здесь грязный. Ну помыть надо, лишним не будет. Ну так контакты в принципе хорошие. Ну и не протянутые, походу они уже со временем походили. Где-то гаечка немножко притянулась, где-то ослабла. И поэтому показания показывают не 0,19. Ну мы сейчас это дело сделаем все равно. Такие дела. Она была сильно забита. Вот все чистенькое. Вот, прикольно будет. Мы, короче, хотим поехать сегодня к Андрею Валерьевичу Тоскину и
он нам продемонстрирует, как работает именно ультразвуковая ванна при температурном режиме еще. Вот. То есть она у него с подогревом. Мы попробуем ее отпустить. Вот так вот, таким образом. Ее даже не надо откручивать электронику. Просто вот так ее отпустим. И она нормально ее помоет. А может электронику открутим, посмотрим. Но он должен все это отмыть будет. Ванна это вообще жестко будет, походу, грязная. Ну там химия еще какая-то интересная. Поэтому мы будем скоро также чистить. Посмотрим, как это работает, и будем также ровно делать. Ну, в принципе, азелит вообще нормально отмывает. Я и азелитом как бы отмачиваю. Нормальная тема. Посмотрим, короче. Ну, ради эксперимента можно это попробовать сделать. Это прикольно. Комплексная уборочка перед установкой батареи. Вон сколько грязи всякой разной. Если не убрать, все засосет назад. А вот уже откручиваем. Поставим. Ну. Не, мы же сейчас снимем ему, получается, электронику, потом будем его в ванне мыть. Ну да, потом бросим, посмотрим, что получится. Мгм. Ну вот смотри, что было. Эту вспышку включи. Да, я снимал даже уже. Жестко грязный. Вообще. Вон отложение. Видел, да, Коля? Ну, Это зазоры регулировать. азелит хорошо берет всю эту тему. Прям на полчаса кидаешь туда, и он вообще. Мгм. Так он же, блядь, азелит, он алюминий жрет. Жрет, но недолго надо. Сразу в воде промыл и все, в принципе. Если полчаса, ничего страшного. Не, ударник, Не ударный отключится. надо, ударный. Ну да. Я только боялся его откручивать только из-за того, что мало ли что показания. Вот это вот. Собьются они, не собьются, я не знаю. Не садись. Давай. Давай. Прошмать, блядь. О. Ёбаный нахуй. Наш сенсей откручивает. Сенсей. Ну, якутский сенсей по двигателям. Да. Так, вот он, видишь. Ну Так. что, как он работает, получается? Он получается, блядь, как винтовой этот, блядь, товарищ работает. Этот немножко другой. Угу. Ух Да. ты, нифига там сколько. Еще пружинки какие-то. Ну. Вот я его не разбирал, я его боялся разбирать. Вот он. Мгм. Все, нам этого достаточно, в принципе. Ну да. Так, получается, можно его как сделать? Давай вот так стяжкой его зафиксируем. Ну, Чтоб он был- приоткрытый чтоб он был. был открытый. Ну да. И бросим в ультразвуковую ванну. Вот это посерьезнее будет очистка, реально сейчас. Потому что я так не делал. Мы тоже никогда так не делали. Ну вот будет, так сказать, как это называется? Первый раз. Первый раз не пианист. Ну да. Ладно? Угу. Все, вот он Всё. приоткрытый, зажатый. Все, Да, сейчас остается поехали. найти раствор. Раствор чем будем мыть его? Вот этой штукой же, да? Которая там была, баллончики. Я предлагаю в геликсиде. Он растворится там нафиг. А где? Вот. Херня. Угу. Протера. Это протера, да. И мы ее ебанем. Вот в такой Давай ванне. разведем с водой.
Такая ультразвуковая ванночка с подогревом. Так, подожди-ка. Хватит, вообще нормально будет в достатке. Глубины хватает. Ну да. Мгм. Нет, я предлагаю другую взять ванну. Чуть глубже. Так, вот так вот протеры. Мгм. И немного водички, да? А вода простая или дистиллированная? Простая водичка. Думаешь? Теплая прям, чтобы была, да? Да. Ну да. О, А она, кстати, во время этого Сама нагревается. да, нагревается. Ага. ага. Он не вонючий, да? О, фу, этот, какие тут аммиак Вонючий, пахнет, да? вонючий, вонючий. Аммиак напоминает. Макс ванночку не делает. Мгм. Вот, но мы, получается, ее разбавили в соотношении где-то 1 к 3. Мгм. И что, по времени сколько примерно надо? Да въебем на 15 минут и там посмотрим. Мгм. Так, Да, скоро Toyota Aqua полетит, наверное. это с боевой машины? Прям с боевой. Сегодня клиенту делаю. Завтра он ее в обед заберет. Ну что? Женя, ну как так-то? Начнем? Пошел процесс. Are you ready? Исторический момент. Щелок, да? Да. Ага. О, Макс Ивановича, блядь. Если что, будем ее брать. Да. Мне тоже да, затарюсь, если такая штука будет классно очищать. И 15 вот эту минут штуку погнали. возьму потом. Да. Вон, посмотри. Вот это что будет, Через 15 минут тут вообще растворится. Ну, уже нормально. Ну, куда тут всё- Видно и так. Вон, посмотри, он уже, видишь? Да, четко пошло. Не, этот азелит так не делает. Полчаса надо, чтобы он постоял хотя бы. Только потом я его опять промываю водой. И после этого, короче, еще заливаю азелит, и только тогда он начинает разъедать до конца уже. Не, классная вещь вообще. Было, что стало, смотрим, что у нас с клапаном. Испарился. Ух ты, чистый вообще. Так, а вот здесь, кстати, Вот здесь он что-то не подмылся. Вот здесь что-то он как-то... Ага. Но он не может, видать, там. Его надо так, походу, У ложить еще. него вот в эту сторону он вообще отлично отмылся. Ну. Снизу же только у него это. Нет, там тоже Излучатель-то. шток ходит у него, он может мешать ему. Шток-то тоже надо бы помыть. Помыть надо, а. Давай его вот так вот положим. Да, 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 да. Так. И посмотрим. Он, видать, его не проэтывает, так что. Ну там Не пробивает. Да, рукавицы нету. Ну все, так полежит, тоже отмоется. Блядь, Ну, в общем, это был- протера немножко не показала себя. Как бы она отъела ее, но и оттуда не вымыла. А просто взяли карп-клинером, домыли и нормас. Все чистенько. Вот такой теперь клапан EGR. Можно ставить. Собрана Toyota Aqua. Все поставил. Здесь все чистенько. В общем, почистил клапан EGR, дроссельную заслонку, мафик, трубку EGR, также коллектор тоже был почищен полностью. Сейчас буду
запускать машину, пробовать, смотреть, как будет работать. Произвел ТО на Aqua, Toyota Aqua. И вот такие вот показания получается. Батарея до. Контактные группы были грязные. 0,25, 24, 24, 24, 24, 24. Вот такие были контактики. То ли недотянутые, то ли грязные. В общем, по батарейке нормально все было. Вот. Поэтому мы произвели просто чистку батареи и чистку контактов. Вот. Сравниваем показания с после. Смотрим батарея после. Вот они показания. 0, 19 стали, 19, 19, 19, 19. Все почищено. Контакты ровненькие. Батарея также четкая. Дальше смотрим показания двигателя, что было. МАФ мы так пока не поменяли. Завтра хозяин должен привезти. В общем, показания были 5,46 на МАФе. Но я его почистить попробовал. Вот запомнить надо показания. 5,46 завышенные очень. Заслонка дроссельная 4,20 показывала. Вот 4,20. Мотор Duty. Заслонка дроссельная 22,3 показывала. Сейчас мы почистили заслонку, почистили EGR, почистили МАФ. И у нас вот такие показания. МАФ на 2,03 показывает. Вот. Но датчик надо этот поменять, он что-то с ним не то. Он слишком другие показания показывает. По идее должен быть 1,5 хотя бы показания показать. Вот. Мотор Duty, заслонка выровнялась на 5,6. Уже нормально. Она даже меньше показывает, в принципе. И здесь EGR показывает 1,99. Уже чистый. Вот такие вот дела. Ну, остальные показания все в норме. Как и были и до, так и после. В общем, вот такая вот работа произведена по Toyota Aqua. В общем, должен быть результат хороший. Главное, чтобы почистили EGR, двигатель разрушился. Ну и батареечка заряжаться будет быстрее. Вот такие дела.